мне сомнения тяжелы, я у нее одной прошу ответа. Жизнь, полная красок и любви для молодого парня по имени Берт, обрывается из-за опасной и разрушительной зависимости и неумения выбирать друзей, один из которых и подсаживает его на смертельную отраву. Главному герою зритель преданно верит, но не менее пристальное внимание уделяется и актеру второго плана, который играет наркомана. На его поведение и диалоги зал не раз отзывается всеобщим весельем. Али Таршхоев настолько вжился в роль, что характер персонажа невольно приписывается и ему. Эту роль актер проигрывал, наверное, 100 раз, готовился к премьере основательно, просматривал немало фильмов и изучал статьи на эту тематику. Только редко кто догадывается, что этот персонаж – олицетворение реальной половины наркозависимых. Он вроде бы и из такой вот благополучной семьи, семья, которая пользуется уважением в народе, да, как бы чьих родственников знают, но при всем при этом это вот, как говорится, в семье не без уродов, да. И вот в данном случае мой персонаж полный вот аналог тому, что, да, вот к чему я все это говорю. За первым уколом следует и второй, затем очередная ломка и поиск средств на новую дозу. Грани в родственных и дружеских отношениях стираются на глазах, только бы хватило денег. Но под конец главный герой понимает, как глубоко увяз. Помощь и уговоры близких уже не действуют, да и завязать уже не в силах. Что мне теперь делать? Когда дома никто не знал, что колюсь еще куда ни шла, теперь все знают, все. Дома будут запирать, следить. Начнутся ломки. Я начну соскакивать с хаты, они же все равно не поймут. Они же не колятся. Я-то их понимаю. Знали бы они про ту двухдневную пытку в подвале, страшнее, чем каленым железом. Не в силах вынести ломки, герой умирает от передозировки, но перед самым концом осознает, он больше никогда не увидит мать. Финальная сцена. 2 демона отправляют его в ад. Спектакль по пьесе Шадыжева «Золотой укол» показывает зрителю горькую правду. Здесь нет и не может быть хэппи-энда. Тот, кто сам не хочет измениться, обречен на гибель. Театр все-таки дело условное, но так или иначе это должна быть правда жизни, в которой все должно быть максимально отражено в действительности, как оно происходит. Да, порой может быть показаться, что это слишком жестоко, но без чистого открытого хода, без показа того, что есть на самом деле, мы не можем людей уберечь или призвать к тому, что какой может быть результат. Жизнь без прикрас, где человек сам творит свою судьбу. Еще одна мораль постановки. Спектакль произвел большое впечатление на зрителей. Все были в восхитительном состоянии, аплодировали, даже можно было стоя аплодировать. Очень реалистично выступали. Это такая проблема может войти в каждый дом. Спектакль поставлен в рамках проекта «Единороссов театры малых городов». В эту программу включены все 4 ингушских театра, а на премьеры выделено 20 миллионов рублей. Данный проект он рассчитан на 3 года, до 2019 года, и в следующем году партии предусмотрены средства в федеральном бюджете для того, чтобы именно поддерживать вот такие театры. Это такое пожелание было, как я уже говорил ранее, у всех жителей, так сказать, в основном России. Проблема у нас примерно одинаковая, и партия предлагает усилия, чтобы вот на территории страны с учетом мнения жителей эти проблемы решать. Ингушский зритель сможет наслаждаться этой постановкой еще месяц. В ближайшее время у труппы запланированы гастроли в Нальчик. Дана Плиева, Майрбек Мержоев, Новости 24.